Тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. На самом деле он разделил закон Божий на две разные группы. Он провел различия между ними. Это часть морального закона. И моральный закон, он все еще действует в наше время. Но Бог по-прежнему считает неправильным распространять клевету и сплетни. Но давайте сейчас вернемся. Иакова, 4 глава, 11 стих. Еще раз. В переводе Кулаковых. Нет, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Давайте посмотрим в современном переводе еще раз, в переводе Кулаковых. «Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним». Еще раз, последняя часть вот этого 11 стиха. «Кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним». О чем здесь вообще говорит Иаков? Как можно судить закон? Вы знаете, он говорит, что вот любой христианин, почему я говорю, что христианин? Потому что книга Иакова, она написана для христиан, а не для нехристиан. Она написана для верующих. Поэтому я так говорю, да? Если христианин, он сплетничает о ком-то, клевещет на кого-то, то тогда такой человек, такой христианин, он виновен в нарушении закона. Каким образом? Почему это действует его виновным в нарушении закона? Давайте мы посмотрим на слово «судит». Можно тоже слайдик вывести? На греческом это «крино». И значение слова «отделять», «выбирать», «рассуждать», «полагать», «решать», «делать выводы», «судить», «производить суд», «осуждать». Да? То есть, знаете, когда ты судишь, или вот здесь то, что как переведено, то, что мы читали, означает отделять или выбирать между двумя разными вещами. О чем здесь говорит Иаков? То есть я хочу донести до вас вот эту мысль, чтобы вы поняли, что он имеет в виду, что ты становишься не исполнителем закона, но судьей. Что значит судить закон? Иаков говорит, что такой человек, который постоянно сплетничает о людях или клевещет, и не думает, что в этом есть что-то зазорное или плохое, на самом деле он разделил закон Божий на две разные группы. Он провел различия между ними. Таким образом он судит закон. То есть для него в одной группе находятся законы, которые ты считаешь, что они важные, Господь за ними смотрит, и я должен их соблюдать. А в другой группе у тебя законы, которые, они не такие важные, Бог сказал, но я не должен этого делать. Ничего страшного в этом нет. На самом деле, когда вы так поступаете, то есть осознанно или неосознанно, вы судите о законе, то, что Бог, Он сказал, Божьим. Подсознательно вы судите о законах. То есть мы, может быть, даже не осознаем этого. Ты не отдаешь себе отчет в этом, да? Но ты подсознательно, когда что-то происходит, ты начинаешь говорить, что это не так уж важно. Мне не обязательно этого делать. Подумаешь, там сплетни, это же всего лишь слова. Мне не нужно это соблюдать. Но посмотрим еще раз. Левит 19:16. «Не разноси сплетен в народе своем». А ты говоришь, да это же не важно. Есть посерьезнее законы, мне их нужно соблюдать. А этот, он не такой важный. Послушайте, это часть морального закона. И моральный закон, он все еще действует в наше время. Хотя Бог его давал тогда. Много-много тысяч лет назад. Я знаю, что многие люди, они думают, многие верующие, многие христиане, они думают, что мы больше не под законом из-за того, что сделал Иисус Христос. И это верно лишь отчасти. В том смысле, что я сейчас объясню все. Сразу не кидайтесь в меня.
Если мы посмотрим на времена Ветхого Завета, мы должны понимать, что вообще закон Божий, он разделялся на две большие категории. На церемониальный закон и на моральный закон, если так можно как бы условно развести их. И церемониальный закон, он касался всего, что касалось жертвы, приношений и того, чтобы очиститься и быть чистым. Почему? Потому что только очистившись, только чистый человек мог приблизиться к Богу, мог прийти к Богу. И для того, чтобы это делать, Бог дал законы. Каким образом ты можешь очиститься и что ты можешь сделать, чтобы приблизиться к Богу. И причина, по которой церемониальный закон больше не действует, заключается в том, что Иисус Христос – наша жертва. Нам больше не нужны никакие другие жертвы, уже все. Иисус, Он своей смертью отменил весь церемониальный закон. Нам не нужно больше приносить жертвы. Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. И после того, как все грехи наши, которые мы совершили, которые мы совершим, они им всем уже оплачены, Он сам воскрес из мертвых. И нас воскресил из мертвых, если можно так сказать, да? Но более того, да, все вот эти законы, которые были в рамках церемониальных, то, что там заповеди, они все эти были, это больше не делает нас ни чистыми, ни нечистыми. Это не приближает и не отдаляет нас от Бога. Потому что Иисус, Он уже все сделал, Он очистил нас. Мы уже чистые, мы можем приходить к Богу напрямую. Не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Он все сделал. Поэтому церемониальный закон больше не действует из-за того, что совершил Иисус Христос. Это понятно, да? Но другая категория, моральные установления, моральные законы, все еще действуют. Что такое моральный закон? Моральный закон проводит различия между тем, что правильно, и тем, что неправильно. Как должен поступать человек. Убивать было неправильно до того, как Иисус Христос, Он умер за нас, и это до сих пор неправильно. И заповедь «не убей», она все еще действует. Было неправильно воровать до того, как Иисус Христос, Он умер за нас, и до сих пор это является истиной. По-прежнему воровать неправильно. Лгать и врать было неправильно до того, как Христос, Он умер за нас, и до сих пор неправильно. Я хочу, чтобы вы поняли, что моральный закон все еще действует. Его никто не отменял. А это значит, что то местописание, вот Левит 19:16, все еще в силе. Не будь переносчиком, не разноси сплетен в народе своем. Да, Иисус, Он умер за наши грехи, и Бог воскресил Его из мертвых, но Бог по-прежнему считает неправильным распространять клевету и сплетни. Подумайте, сейчас большинство христиан признают, что убийство – это неправильно, ложь – это неправильно, воровство – это неправильно, прелюбодеяние, то есть секс на стороне вне брака – это неправильно, гомосексуализм – это неправильно, потому что Библия говорит, что это неправильно. И мы согласны с этим, что мы не должны этого делать, да? Но Библия также говорит, что сплетни, клевета и злословие – это тоже неправильно. Левит 19:16 очень ясно говорит: не разноси сплетен в народе своем. Но если быть честным, если ты сам себе скажешь, мы думаем, что, по сравнению с убийством, это не такой уж и страшный грех. Это не так уж и плохо на самом деле. Мы не думаем, что злословие на самом деле так уж и плохо. Если то, что мы говорим, это же правда. И вот далее по списку все, что я говорил. Если они не хотят, чтобы о них правду говорили, не нужно было делать этого всего. Поэтому сами того не осознавая, мы становимся судьями закона. Это то, о чем говорит здесь Иаков. Мы не исполнители уже закона, но мы судьи. Мы уже судим, этот закон хорош и нормален для исполнения, а этот нет. Этот серьезный закон, и я буду его исполнять, а это не буду. Вот про это он здесь говорит, что ты уже не исполнитель закона, но судья. Мы решаем, какие части морального закона мы должны соблюдать, потому что они очень важны, а какие части морального закона мы можем не соблюдать. Потому что, наверное, Бог как-то не имел это всерьез, когда писал . Сейчас же времена другие, уже все изменилось. Культура, веяние времени и прочее, прочее, прочее. И таким образом мы судим закон. Но Иаков на самом деле показал здесь суть того, как мы поступаем.
И мы делаем это часто неосознанно, на подсознательном уровне. Ты что-то делаешь, и ты понимаешь, что ты делаешь что-то неправильное, и ты говоришь себе, ну, на самом деле это не такой уж страшный грех. Ну, подумаешь там. Мне не обязательно соблюдать этот закон. В то же самое время мы смотрим на какие-то, нет, прелюбодействовать нельзя, это грех, прям страшный грех. Убивать нельзя. Как нам избавиться вообще от такой привычки сплетничать о людях или клеветать и злословить их?